Тема урока «Экономика Волжской Булгарии». На этом уроке вы получите возможность узнать значение сельского хозяйства в экономике Волжской Булгарии, археологические раскопки как свидетельство развития ремесленного производства, Великий Волжский путь и торговля. Домонгольский период историки считают временем расцвета Волжской Булгарии, развития хозяйства и культуры. Особую роль в экономике играло сельское хозяйство. Булгары выращивали пшеницу, рожь, ячмень, проса, горох, чечевицу. Зерно использовалось на пропитание, для продажи и обмена. Разводили коров, коз, овец, лошадей и домашних птиц. Немалое хозяйственное значение сохраняли охота, рыболовство, бортничество, совершенствовались их приемы. Охотились на пушного зверя – куницу, белку, бобра, лисицу и зайца. В малых и крупных реках вылавливалось немало рыбы, часть которой шла на продажу. Поскольку сахар еще не был известен, важное значение имело бортничество – сбор меда и воска диких пчел. Другим важным источником развития экономики булгарского государства стало ремесленное производство. Ведущую роль играли металлургия и металлообработка, кузнечное и оружейное дело. Обилие найденных археологами сложных бытовых изделий, замков, ножниц, весов, бронзовых зеркал, пуговиц свидетельствует не только о развитом производстве булгар, но о высокой культуре быта, богатстве и разнообразии образа жизни. Был высоким уровень ювелирного дела. Кольца, перстни, браслеты, подвески и другие украшения из золота, серебра и драгоценных камней, выполненные в разной технике, отличались высоким качеством и пользовались большим спросом на международном рынке. Гончарное дело, ткачество, прядение, обработка кожи, шерсти и резьба по кости обеспечили массовое производство различных видов ремесленной продукции. Особую роль в процветании государства сыграл Великий Волжский путь – транспортная система, которая проходила по реке Волга, Кама и Каспийское море. На территории Волжской Булгарии существовало несколько ярмарочных центров, караван-сараев с помещениями для отдыха купцов и складами. Подробнее вы можете ознакомиться материалом на страницах учебника.